Данная планировка 50 квадратных метров, она пользуется популярностью у молодых семей с детьми. Стандартная двушка в Советском районе. Еще год назад за такой буквально охотились семьи, планирующие расширяться. Вот и на эту квартиру покупатели нашлись сразу. Позволяла низкая ипотечная ставка под 0,1% и программы субсидирования. Комплекс начали строить чуть больше года назад. Уже в этом году его планируют ввести в строй. Это новостройка повышенной комфортности с высокими потолками по доступным по нынешним временам ценам. Стоимость двухкомнатной квартиры здесь начинается от 7,5 миллионов рублей, студии от 5 миллионов. Однако еще в том году цена на студию в этом доме начиналась от 4 миллионов, а двушки от 6. В среднем все стоило на 2 миллиона рублей меньше, говорят в салоне продаж. За прошлый год примерно стоимость квартир поднялась на 70% с предыдущим годом. Несмотря на это, мы за прошлый год реализовали более 50% квартир. 180 тысяч за квадратный метр – это реальная стоимость квартиры. Небывалый разгон цен подтверждают и в агентствах недвижимости. Одна из причин – рекордно низкая ипотека. Благодаря господдержке или, к примеру, семейной ипотеке ожидаемо вырос спрос на новостройки. Но только в январе и феврале. Дальше в силу могли вступить уже нерыночные правила, считают риэлторы. Дальнейший рост цен, который мы якобы видели на известных площадках, да, он был таким искусственным ростом цен. Это касалось и вторички, когда продавцы еще, оборачиваясь назад, думали, что да, пора повышать, мой сосед продал дороже. А это касалось также и новостроек. В новостройках за счет около нулевых ставок также продолжались повышаться цены, но этот рост был уже искусственным. Однако такие ставки все же сыграли свою роль. Жилье пусть и подорожало, но кредит стал доступнее. Банки и застройщики разрабатывают различные продукты, которые в виде субсидированных ставок. Они дают возможность сейчас в моменте приобрести недвижимость. Да, на недвижимость становится дороже, то есть идет автоматически удорожание стоимости объекта, но при этом платежи сейчас в моменте, который ты начинаешь оплачивать, они намного доступнее и переплата минимальна. Допустим, ставка 0,01%. Переплата будет 150 тысяч за 20 лет. Рост цен в размере 30, а может быть где-то в некоторых сегментах недвижимости и до 40% рост доходил, все верно. Как считают в банках, на подорожание жилья повлияли спрос и предложение. Активное строительство, внутренняя миграция сделали свое дело. Рост рынка недвижимости в столице республики даже превысил московские показатели. А вот льготная ипотека именно на стоимость повлиять не могла. И новые повышенные ипотечные ставки, которые на днях начали устанавливать некоторые российские банки, на стоимость квадратного метра тоже не повлияют. От того, какие процентные ставки ставит для себя банк, не зависит конечная стоимость объекта недвижимости. Застройщики не ориентируются на банки, выставляя стоимость квадратного метра за свое строящееся жилье. У них есть другие показатели. Они, безусловно, связаны с внешней экономикой, с внутренней экономикой, со стоимостью материалов и так далее. По прогнозам агентств недвижимости, в ближайшее время не стоит ждать существенного подорожания, но и дешеветь жилье в Казани тоже не будет. На протяжении последних 10 лет цена только растет. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.